Самое большое чудо – это сохранить в себе ребенка, того, кто искренне радуется пушистому снегу, кто верит в Деда Мороза и волшебство новогодних дней. Такие люди – сами праздник. Они умеют создать его и для других. В декабре детский центр дополнительного образования преображается. Под потолком струятся сверкающая мишура и дождь, ажурные снежинки. Из кабинета в кабинет то и дело перебегают создатели. Каждый год новой сказки. На фотографирование пойдемте в зал. В дело идет все и все. Для каждого есть занятие. Не шутка, буквально за считанные дни провести для самых строгих зрителей представление. Ой, смотрите, у меня коробка с новогодними игрушками. Вот, тут мой любимый новогодний котик. Красивый, правда? Да. Новогодний шарик. Прямо прелесть. Так, а где же моя любимая новогодняя игрушка? Вот она. Глядите, какая красивая, вкусненькая. И не просто провести, а прожить его вместе с героями. Раскладушки и кроватки. Нет. Как Буратино уехал на каникулы к папе Карло, мне вообще тоска стала. Все меня учит и учит. Артемон, так вот ты где? Я тебя уже обыскалась. Артемон, ну что за беспорядок в зале? Немедленно прибери все. Режиссер, она же исполнитель одной из ролей, улыбается. Сказка – это состояние души. Все новогодние утренники мы создаем с радостным настроением, с ощущением волшебства и сказки. Мы всегда его ждем, вот именно новогодние утренники. Какой самый такой сложный момент? Сложный момент самый в написании. В написании самый сложный момент успеть, наверное, сесть и писать, и когда еще, кроме этого, 1001 дело где-то найти эту минутку и сесть сцену написать и дальше бежать, заниматься с детьми. Вообще, что такое Новый год? Новый год – это праздник счастья, добра, надежды, да. С каким настроением готовится утренник для детей? Конечно, основное наше ощущение – это ощущение предстоящей радости, от улыбок детей, от будущей радости, которую мы принесем. Мы всегда подходим к нашим утренникам очень ответственно, с полной выкладкой. Стараемся сделать для детей самый настоящий праздник. Для этого что расходуется больше? Энергия. Честно говоря, это энергия. И, конечно же, костюмы. Наши костюмы одни из самых красивых костюмов, которые дети когда-то видели. Энергия, время и костюм. Не жалко? Конечно, нет. Для детей, для праздника Нового года, для их ощущения Нового года не жалко. В этот день зрители – ребятишки из семей, где родные находятся в зоне специальной военной операции. Малыши, затаив дыхание, следят за злоключениями кота Базилио и лисы Алисы, которые в очередной раз попробовали обхитрить всех и в очередной раз сами попали в свою же ловушку. Среди специалистов центра нет профессиональных артистов, но есть те, кто вкладывает в работу всего себя. И я не могу без улыбки смотреть на полет мотылька. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку ставлю. Нарушает мой покой. Видно, кто-то очень хочет новогодний стать едой. Ой. Чего так напряглись-то? Меня, ребят, не боитесь. Я бабулька добрая, но вредная. Но это так, положено. Но, рассказывайте,
Чего пришли-то аж перед самым Новым годом? Что такое детский утренник? Для чего? Что он может быть? Ой, детский утренник – это сказка, которая нужна каждому ребенку, от мала до велика. Наши утренники, тем более, они не просто спектакль, а спектакль с вовлечением ребенка в наше действие, в наше волшебство. И как же перед Новым годом без волшебства? Вживаетесь в роль? Да, не сказать, что это самая привычная мне роль. Обычно я играю старух, Тут лисичка. а тут лисичка, да. Ну, стараюсь изо всех сил, надеюсь, получилось. Пока живут на свете хвостуны и прославлять судьбу свою должны. Чего? Новенькое дельце. Ой, с кем мне приходится работать, а? Сдать бы тебя Куда? в приют для бездомных животных. И то больше толку было бы. Чего там встал? Иди сюда, будем думать. Хотя... Есть роли совершенно разные, ну и все по-разному. Ну, дело в том, что Мальвину и Снегурочку объединяет одно очень хорошее качество. Они обе очень сильно любят Новый год, хотят его спасти. Это, конечно, очень облегчало роль и перевоплощение в целом. Вон, кажись, вижу пятачка. Артемон, это что за словечки такие? Кажись. Кажется, я вижу пятачка. Если мы в дороге, это еще не значит, что нужно растерять все свои манеры и правильные слова. Хорошо, хорошо, Мальвина. Ой, Ну а наш кот Базилио настолько сошелся со своим человеком, настолько вошел в эту роль, Дайте на капитана. Алиса, они мне не верят. ты, конечно, не верят. что уже и не хотел возвращаться в мир реальности. Когда ты знаешь, что перед тобой вот сидят дети, которые пришли и ожидают вот чего-то сказочного, ну то, конечно, это несложно. Ну, потому что вот делать хорошие дела – это… Вот новогодний утренник, вот что он пробуждает уже у взрослого человека? Но на самом деле вот мне уже 27 лет, но вот каждый раз, когда я выхожу на сцену и вижу перед собой детей, я сам в какой-то момент становлюсь младше и чувствую себя ребенком. И вот это новогоднее настроение, которое, когда ты взрослеешь, оно куда-то улетучивается, вот в такие моменты оно возвращается, и я тоже в предвкушении праздника. То есть, на самом деле, и для меня утренники тоже это какой-то повод стать более открытым для этого волшебного праздника. Ожидание чуда. Даже когда взрослеешь и понимаешь, что все-таки чудо у тебя в голове, но веришь, отчаянно веришь, желание сбудется. Какое желание на Новый год? Я не знаю. Может, что папа вернулся. Верите в чудеса? Ну, на самом деле, в чудеса, я думаю, стоит верить вообще и не только в новогодние праздники, вообще в течение всего года, но в Новый год это как-то более ощутимо. Новогодняя история близилась к завершению, как вдруг Уже все переделали. Вон елку нарядили, зал украсили. А Деда Мороза все нет и нет. А так давай его позовем. Давай. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, радости, веселья. более 10 спектаклей провели в декабре в детском центре. И хотя сценарий был один и тот же, каждое новое выступление было почти импровизацией. А сколько впечатлений, даже у взрослых. Ой, великолепные, самые лучшие. Новогодние утренники в детском центре, они всегда проходят
ну, так душевно. И детям дарит сказочное, я думаю, настроение. И, ну, самое главное, наверное, новогоднее настроение приносит. Да и взрослым. Я поэтому пришел сюда, чтобы посмотреть и понаслаждаться вместе с детьми. Чисто просто вот посмотреть. Да, конечно. Очень сильно понравился. Я иногда смеялся. Иногда были смешные моменты. А тебе понравилось? Да, весело. Ну, в принципе, достаточно взрослые. Это не мешает, потому что взрослые Нет, восприятие? интересно. Интересно? А вообще, что такое Новый год, на ваш взгляд? Новый год – это праздник, где вся семья вместе собирается и празднует Новый год всей семьей. Новый год по старому календарю. Он красиво завершает такие добрые и семейные дни. Под Новый год хотелось бы, конечно, всем пожелать мира в семьях, мира в душе, ну и вообще мира. Что бы вы хотели пожелать под Новый год? В первую очередь здоровья, счастья детям, счастливого детства, новогоднего настроения, ощущения чуда –